Всем салам! Этот выпуск хочу посвятить сложнейшей теме – невидимые противники. Сразу подчеркну важное, на мой взгляд, положение. Лично я отвечаю за каждое сказанное мною слово. Каждый, кто попытается обвинить меня в предвзятости или недостаточной обоснованности, пусть ответит на два вопроса. Первый. Кто может подкупить человека, вершащего месть, для которого восстановление справедливости превыше всего? Второй. Чем можно подкупить человека, который уже отверг все деньги империи? За время моей жизни мне пришлось узнать на своем опыте, что больше всех машут флагами и кричат лозунги те, кому не стоит доверять. Я со своей стороны заранее сообщаю о том, что располагаю вполне достаточной информационной базой, и если потребуется, опубликую в отдельном видео все собранные мною факты. Если вы уже осознали эти положения, то продолжим. Вводная часть для понимания ситуации. Наш народ находится в фокусе внимания многих сил, которые постоянно ведут работу против нашего народа. Эта ситуация возникла из-за нашего центрального расположения в геополитическом спектре, а также огромного ресурсного и рекреационного потенциала территории нашей страны. Через наши земли лежат кратчайшие пути при передвижении между севером и югом. Также именно эти факторы стали основными причинами тотального геноцида нашего народа. По сути, с самого момента тотального геноцида для нас мало что изменилось. После возвращения на землю предков геноцид продолжился, но приобрел менее отчетливые формы и продолжается по сей день. С 1943 по 2024 годы наши деды, отцы и мы сами были свидетелями сотен преступлений против нас и нашего этноса. Наш язык запрещался, наша культура и история буквально была изъята у нас и отдана соседним этносам. На нашу землю за 14 лет заселили тысячи агентов, чьей основной задачей по сей день является шпионаж, саботаж и диверсии разного рода. Какие только подлости не совершались ими и их хозяевами в отношении аланского народа. Однако не так давно мы стали свидетелями еще одного практически обыденного события, за которым, как оказалось, скрывался действительно сложный замысел. Начнем с простого факта. Флаги в нашей культуре присутствуют давно. Территория Карачая имела и имеет свой флаг, и территория Балкарии имела и имеет свой флаг. У каждого аланского рода есть свой герб, тамга и флаг. Наши предки вообще не ставили вопрос о единой символике, едином государстве и единстве аланского этноса. Этот вопрос не стоял на повестке дня вообще,
потому что до прихода шовинистической русской империи наш народ был вполне един. Мы не были разделены, и никто не пытался нас разделять. И вот сейчас мы стоим перед фактом. Аланский народ разделен административными границами на несколько частей для удобства империи, чтобы удобно было нас ассимилировать. Но наш народ не желает исчезать, желает жить, развиваться и строить планы на свое будущее. Именно наше будущее и стало целью противников. И вот некоторые довольно наивные, на мой взгляд, люди решили сделать вид, что врага вообще нет, что мы можем объединяться на других принципах. Они вполне серьезно полагают, что империя изменилась в лучшую сторону. Эти люди решили, что для объединения народа достаточно общего символа. Общая символика – такая малость. Что тут плохого? Речь идет о инициативной группе патриотично настроенных людей, которые решили прийти к единству через единство символики. Среди них мною были замечены как минимум 3 человека, которых я имел возможность изучить. Первый – Мурадин Рахаев, второй – Хасан Мамаев и третий – Алан Саркитов. Все они ярые патриоты своей родины и, к моему сожалению, связывают ее будущее с Россией. Если коротко, то они выступают за объединение Карачая и Балкарии в единый субъект в составе России. И ради этой цели начали работу с создания единого флага. Но они не учли одного фактора. Для империи зла и ее верных рабов все и все, что не похоже на них, угроза. Любая инициатива, которая полезна нам, неприемлема для имперского руководства. Каждое начинание, неподконтрольное режиму, рассматривается как потенциальная угроза. И тут как раз такой случай. Обычные аланы решили идти по пути объединения, хотя бы и символично. Но вместо объединения возник конфликт. И вот на этом месте проявили себя все те, кто ждал своего часа. Те, кто не желает нашему народу ни жизни, ни будущего, ни процветания. Оказывается, все то время, пока наш народ пытался оправиться от последствий геноцида, они работали в противоположном направлении. Давайте посмотрим, как выглядит их деятельность. Предлагаю вашему вниманию наглядные образцы деятельности этой стороны.
Не все из этих лиц осведомлены о целях и задачах развернувшейся кампании. Однако все они были задействованы в этой сложной схеме. Воплощение ее началось не менее чем 20 лет назад. Именно тогда впервые сотрудники КНИИ, Карачаевского научно-исследовательского института, начали внедрять символику, которая будет служить фактором внесения раскола в будущем. Этот символ начал появляться в каждой публикации, в каждом издании, а также начал использоваться некоторыми политическими и неполитическими организациями. Флаг зеленого цвета был выбран в рамках некого конкурса, в котором изъявили желание участвовать несколько кандидатов. Однако каждому участнику было сказано следующее: в вашем участии нет нужды, так как есть директива о том, какой именно флаг должен быть выбран. Об этом мне стало известно от двух людей, которые в разное время и независимо от друг друга сообщили эту примечательную подробность мне. Сразу приходит на ум типичный почерк имперского государства, командное управление или по-простому указ сверху. Именно таким образом создаются все те организации, которые существуют для отвлечения внимания. Назначаются главы, создается брендинг, определяется их бюджет. Самоназначенные представители от имени нашего народа из числа некоторых официальных организаций начали искать в свою команду сторонников и в зарубежных аланских диаспорах. Ездили за границу в основном сотрудники Карачаевского научно-исследовательского института, а позже и представители иных организаций. Вопрос о едином флаге начал звучать все чаще, начиная с 2009 года. Именно в этом году организация Эльбрусойт отправляет письмо представителям турецкой аланской диаспоры. Есть интересный пункт в этом письме, заслуживающий отдельного внимания. В графе «Отправитель» в этом письме написано следующее: «Мои самые искренние пожелания Али Татаркулов, президент Карачаево-Балкарского фонда поддержки молодежи Эльбрусойт». Такая формулировка сильно расходится с указанной на сайте этой организации, где название организации написано так:
Фонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи Эльбрусойт. Согласитесь, разница существенна. Оказывать содействие развитию молодежи и поддерживать молодежь совершенно не одно и то же. Прошу обратить внимание на это событие. Оно поможет нам понять, для чего на самом деле были созданы все те организации, якобы созданные в интересах аланского народа. В 2012 году Апаев Адильхан выпускает публикации, посвященные общему аланскому флагу. В одной из них, разъясняя происхождение символа, изображаемого на флаге, он выражает особую благодарность декану КЧГУ Карачаево-Черкесского государственного университета Таусултану Узденову за то, что тот сохранил каменный могильный памятник с изображением этой фигуры. На одном из развлекательных мероприятий Адильхан Апаев передает Крымшамхаловой Сагадет образец флага, который попадает в аланскую диаспору США. Считаю, что нужно дать пояснение о том, что за памятник стал источником вдохновения для создания зеленого флага без Эльбруса. Это каменная плита с изображенным ромбическим символом в центре и арабографической подписью «Аллах, Мухаммед», имена 4 арабских правителей Абу Бакир, Умар, Осман, Али. Снизу надпись на аланском «Бүгүн манга тамла санга», что в переводе означает «сегодня мне, завтра тебе». Этот памятник хоть и представляет историческую ценность, однако на нем абсолютно отсутствует привязка изображенного символа к какому бы то ни было народу. А сам четырехугольник обозначает именно число первых 4 правителей халифата. По какой причине именно этот символ решено было задействовать с целью замещения Эльбруса, мне неизвестно. Возможно, выбор пал на него именно в связи с обилием очень похожих символов в археологии, зодчестве и ювелирном искусстве во всем мире. А это, безусловно, облегчает задачи обоснования его древности и принадлежности к целевой этнической группе. Теперь и вы знаете, откуда появился так называемый ТЭКМЕТ. Карачаевский научно-исследовательский институт, Карачаево-Черкесский государственный университет, Эльбрусойт, Карачай-Алан Халк, ТЭКМЕТ ШОП, Ассоциация национальных пабликов Аланла и другие. Что же общего у этих организаций? Всех их объединяет прямое или косвенное взаимодействие с Карачаевским научно-исследовательским институтом. Его сотрудниками и его изданиями.
Остается лишь ответить на 3 вопроса. Почему ими не был выбран символ, объединяющий аланский народ и, безусловно, не нуждающийся в представлении? Кому выгодна подмена этого символа? Кто финансировал эту уникальную спецоперацию длиной в десятки лет? Я попробую ответить на эти вопросы. Все то время, пока сотрудники этих организаций активно заменяли Эльбрус на Текмет, параллельно с вытеснением естественного символа аланского народа и всей нашей родины, Эльбруса, он все чаще начал появляться в книжных и цифровых публикациях адыгоязычных шовинистов. И этот момент я попрошу вас запомнить, это пригодится в дальнейшем. С 2010 года практически все социальные сети заполняются контентом с фотографиями, где адыгоязычные шовинисты позируют на фоне символа аланского народа, на фоне Эльбруса. Найти связь между этими параллельными процессами крайне нелегко. Однако все же следы есть. Для этого надо вспомнить несколько взаимосвязанных событий, имеющих отношение к сегодняшней ситуации. В 2009 году издательство Котлеровых из города Нальчик выпускает серию книг, посвященных описанию Карачая и Балкарии. В этих книгах о аланском народе было написано колоссальное количество лжи, прямые оскорбления и абсолютная дезинформация. К этой серии книг рецензентами выступили историки Шаманов и Хатуев, сотрудники ранее упомянутого Карачаевского научно-исследовательского института. Долгое время эти, в кавычках, шедевры продавались по всей территории Русской империи. И кто знает, сколько наивных умов уверовали в то, что там написано. Мое личное знакомство с сотрудниками Карачаевского научно-исследовательского института состоялось в период работы над книгой, посвященной истории моего рода. В этот период мне и предстояло лично узнать, насколько глубока кроличья нора. В один из дней, когда шли горячие споры о содержании разрабатываемой книги, я вспомнил нечто. Ранее, проживая в Красноярске, мне довелось зайти в книжный магазин, и, на мое удивление, я обнаружил в нем небольшого формата издания о Карачае и Балкарии. Прочитав первые 10 страниц, я понял, что не желаю продолжать чтение. Меня шокировало огромное количество лжи и прямых оскорблений моего народа еще в самом начале этих брошюр. Но я запомнил фамилии, указанные в графе «Рецензенты» – Шаманов и Хатуев. Я поспешил немедленно сообщить об этом всем своим коллегам и потребовать объяснений. Историю нашего рода не имеет права писать тот, кто посмел выступить рецензентом той отвратительной брошюры. Начался процесс разбора сложившейся ситуации. Надо сказать пару слов об этом лице. Хатуев Рашид, кандидат исторических наук и бывший министр по делам национальностей, печати и информации с 1999 по 2000 год.
Параллельно с разбором ситуации вокруг авторства Хатуева, я начал искать дополнительную информацию о этих сотрудниках. В интернете мною был найден фрагмент интервью. В этом интервью Хатуев отвечает на вопросы израильского политолога Авраама Шмулевича. Характер диалога не оставляет сомнений. Это был разговор двух лиц, не имеющих отношения к моему народу, но хорошо знакомых и осведомленных о нем, обсуждающих свои планы на будущее аланского этноса. Следующий этап в цепи событий происходил между 2014 и 2017 годами. В это время активность Карачаевского научно-исследовательского института в лице Хатуева и Батчаева достигла пика. Я был свидетелем примечательного события, называемого Крым-Шамхаловские чтения. В нем приняли участие представители многих официальных организаций. Там были мною замечены практически в полном составе все те лица, о которых я веду речь. Я попробую перечислить их поименно. Это Хатуев Рашид, Шаманов Ибрагим, Батчаев Шамиль, Узденов Таусултан, Акбаев Харун, Кубанов Расул, Бегеулов Рустам, Кипкеева Зарема, Хасанов Ханафи. Эти имена не просто так оказались в этом списке. Их объединяет то, что каждый из этих лиц принимал участие в крупном проекте, масштабы которого еще предстоит нам оценить. Я же попрошу вас запомнить на несколько минут последнее имя в этом списке. Оно еще нам понадобится. Это лицо получило свою награду в 2018 году с формулировкой «За успешную реализацию 3 ДНК-проектов и освоение архивных фондов кинодокументов». С ним я знаком лично. Знакомство состоялось во время выполнения им так называемого Карачаево-Балкарского ДНК-проекта. Между 2015 и 2017 годами в офисе организации Эльбрусойд, где я все еще числился, он и его помощник носили с собой специальное оборудование для сбора образцов крови. Сначала я хотел немедленно принять участие и сдать анализ крови. Я даже уже набрал ее в шприц и перелил в капсулу. Но в тот момент, неожиданно для меня, я подумал, что я делаю, кто эти люди, что есть их истинная цель. И я спросил у Хасанова только один вопрос. Что за лаборатория будет производить анализ моей крови? Он ответил уклончиво, сказав, что это филиал крупной организации. Я уточнил свой вопрос и спросил, где центральный офис этой организации. На это он ответил: Нью-Йорк. Я тут же передумал сдавать свою кровь и вылил ее в раковину умывальника. Я начал задавать ему новые вопросы. Кто финансирует вашу деятельность?
с какой целью собирается информация о нашем ДНК, готов ли он лично отвечать за последствия утечки информации или попадания ее к злоумышленникам. Он был крайне удивлен таким напором и поспешно покинул здание вместе с помощником, так и не ответив на поставленные вопросы. Вместе с получением награды имени Ислама Крым-Шамхалова этот товарищ получил награду и от Рашида Темрезова, главы так называемой Карачаево-Черкесской республики, с любопытной формулировкой «за особые достижения», без уточнения, какие именно. В публикациях на страницах сообществ, руководимых этим лицом, а также связанных с ним лицами, мы часто встречаем тот же самый символ, что и в публикациях Хатуева. Этот символ, так называемый текмет, можно встретить везде, где фиксируются перечисленные выше имена и лица. Нам следует внимательно изучить и дополнить имеющуюся структуру фактов и действующих лиц. Однако уже сейчас можно сказать одно. За их спинами явно стоят персоны, имеющие крупные финансовые возможности. Могли ли знать о столь сложном плане обычные аланы, которые неожиданно для них самих встали на пути чьих-то долгосрочных планов? Я думаю, едва ли. Полагать так я могу по причине того, что не поленился изучить этих людей. И на мой взгляд, они не могли знать или даже предполагать о существовании исполняемого вышеперечисленными лицами и организациями процесса. Контакт Хатуева и Шмулевича говорит нам прежде всего о двух организациях, в которых часто фигурирует Шмулевич. Международная черкесская ассоциация и Адыга Хаса. Если кто-то не знает, что это за организация, объясню коротко. Международная черкесская ассоциация – это организация, созданная в 90-х. Ее цель – содействие в переселении представителей адыгоязычных диаспор на земли аланского тюркского народа, а также управление подконтрольными организациями. Адыга Хаса – это организация, занимающаяся управлением адыгоязычным населением на занимаемых им территориях. Ее задачами являются организация адыгоязычных масс на местах и культивирование шовинистических настроений посредством взаимодействия с адыгоязычным преподавательским составом государственных учебных учреждений Российской империи.
Разумеется, на официальных сайтах этих организаций цели и задачи сформулированы более политкорректно, так как в противном случае они не смогли бы существовать сколько-либо долгое время. Одним из основных спонсоров этих двух организаций является известный адыгоязычный шовинист и по совместительству политик Арсен Каноков. На мой взгляд, именно у Канокова достаточно денег, связей и мотивации для претворения в жизнь этого масштабного и постепенного плана. Резюмируя, вывожу следующее. Нам, аланам, следует внимательно присмотреться к каждому ярому противнику подлинной символики нашего народа. Символа, присутствующего на флаге независимого Карачая и официального флага Балкарии. Эти лица, действуя сообща, долгое время оставались инкогнито и достигли определенных успехов. Что же касательно флага? Я выбираю тот вариант, против которого объединились противники и предатели нашего этноса. Я выбираю Эльбрус. Однако я хотел бы узнать и ваше мнение. Те, кто меня видит. Как вы думаете, кто еще стоял за всей этой деятельностью? Кто еще являлся ключевым участником? И у кого было достаточно средств и связей для проведения этой изощренной специальной операции? Знает ли ФСБ РФ об этом сговоре? А если знает, то что это означает для нас?